Добрый день, участники и экспертный совет конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Соловьев Николай, я ученик 7 класса Барановской средней школы Верхоянского района. Тема доклада «История буставского наследия в предании». Значимость исследований преданность к родине начинается с изучения истории родного края. Новизна. Ранее не исследована история наследия в сопоставлении 3 фактов – материальной, культуры, преданий, документов. Цели работы – изучение истории буставского наследия. Задачи – поиск материалов в литературе и в других источниках. Сбор преданий у информатора. Узнать подлинные факты о людях, упоминаемых в преданиях, уточнить место и время их проживания. Собрать и изучить найденный материал, написать доклад. Гипотеза. Есть народная пословица «Этех тенгургастех суль карьестех». Мое исследование будет подспорьем в изучении истории родного наследия. Практическая значимость. Собранный материал послужит для выпуска книги об истории родного наследия. Я нашел и записал 21 предание, касающееся прошлого буставского наследия. Из них я выбрал предание об Улу Саватта и его внуке Уйбан, как рассказывающих о более далеком прошлом, имеющих интересное содержание и относящихся к прошлому нашего наследия. Несмотря на то, что прошло более 200 лет со времен Великого Сабатта, сохранились предания о Великом Сабатта и его внуке Иване. Сабатта Мучуев, великий богач, был очень дерзким, злобным, поэтому прозвали Великий Сабатта. Как говорится в преданиях, любил делать много разных проказов, проделок. Иговинные игры великих богачей, проводимых на Исеехе. Бои сильнейших шаманов, обладающих волшебной силой. Проверяли, насколько сильны и сиемех шаманы. Сиемех один шаман, пожирающий человека, против которого питает зло, наводя на него беды и болезни. Показы ужасающих людей, чей человек окажется наиболее грозным, страшным, ужасающим уродом. В преданиях имеется 3 версии, как обеднел внук Сабатта Иван Стручков. Первый вариант. Иван очень злобный, жадный, гнетущий богач. Причиной его разорения по доносу жителей Улуса пришла комиссия с юга, сделала опись его имущества и богатства Ивана и раздала бедным. Второй вариант. Иван ослаб и обеднел из-за ссоры с великим шаманом Аргалаабыт. Третий вариант. Известный как Аргалаабыт или ушедший на запад старик, упоминается в книге «Описание Верхоянского округа» Ивана Худякова в главе «Шаманы, почитаемые после смерти». Люди, упоминаемые в этих преданиях, действительно существовали. Об этом свидетельствует седло начала 19 века, которое хранится в музее Полис Холода города Верхоянска. Кем являясь в реальной жизни Мучуи, узнал в документах 1850 и 1858 года. Князь Константин Стручков Мучуи принял крещение и мог жить до 1807 года. О нем упоминается в книге Ивана Худякова «Описание Верхоянского округа». Константин Мучуи, князь наследия Бустав, у него есть дерзкие и наглые гнетущие сыновья Сабарта и Джеремей. Сабарта Мучуев, как говорится в документах, жил с 1740 до 1803 года, что был наглым и дерзким видно из этих доносов. Сын Сабарта Александр родился в 1790 и умер в 1835 году. Внук Сабарта Иван родился в 1819 года, имел дочь Анну и сына Митрофана. Таким образом, Стручков Иван Александрович жил в первой половине 19 века. Предками были мучуйцы, в свое время были очень дерзкими и наглыми гнетущими богачами, какими рассказывают из уст в уста в преданиях. Благодарю за внимание.